Нучча литературатын биллер сурьяччыта Владимир Алексеевич Солоухин биһиги улупа пыт өксөкүлэ хөлөксөй тылбашчыта. Ону таһынан кини Кулаковска ата тиллерин, норотугар төннөрүн туһугар туруласпыта. Бүгүн кини тиһэх интервьютун истиэккет. Я очень рад и счастлив, что судьба привела меня к Кулаковскому, и что я вот практически впервые на русский язык перевел этого вашего замечательного великого поэта. Это вот здесь все началось, как раз в Переделкине, где мы сейчас с вами, тут Дом творчества рядом у нас, вот здесь совсем близко. Ну и из Украины, из республик, из других тогдашних. Писатели всегда сюда любили приезжать далеко, и не бог весть тут какие царские условия, но почему не любили приезжать? Потому что пока здесь путевка, приезжали на 2 путевки, как правило, они практически в Москве. Не столько там сидеть и работать в комнате, там в Якутске комната нашлась бы, где-нибудь в Таджикистане, Москва рядом. И писатели из Украины, огромного государства, из других республик любили приезжать, потому что рядом Москва. И в издательство можно зайти, и в газету можно зайти, и общаться с русскими московскими писателями в Доме творчества. И вот также на аллеечке Дома творчества, значит, Семен Петрович. Тогда он был председатель Союза писателей в Якутии. Так чувствую, что, значит, как-то он немножко... Мы с ним мало знакомы до этого были. Чувствую, что он как-то так немножко обхаживает меня. Ну, как женщина, когда за ней ухаживают, начинают обхаживать. Что за ней женщина всегда чувствует, что за ней начали ухаживать. А вы понять не можете? Нет, понять очень просто. Почему обхаживают из других республик, чтобы я перевел его стихи. Ваню Тарба из Абхазии, Фридон Халваши из Аджарии, Павел Боцу из Молдавии. Я их всех переводил. Здесь подружимся, и потом я переводил их стихи. Вот у меня Семен Петрович тоже хочет, чтобы я его стихи переводил. Но я угадал только наполовину. Оказывается, он не то, что не хотел, а в данном случае ему это было важнее, что он завел речь о Кулаковском. И кто такой Кулаковский? Честно я вам скажу, что я тогда просто первый раз услышал это имя. Так, Кулаковская судьба, как вы знаете, сложная, мы еще к этому вернемся. Как Кулаковский? Вот всех знаю там. Джамбул в Казахстане, Айни в Таджикистане, Дмитрий Гулиев в Абхазии. Всех мы знаем. Турсун-Заде, Душанбе. Почему Кулаковского не знаем? Он говорит, Кулаковский якутский великий поэт, но у него судьба не такая простая. Я говорю, тогда давай подстрочники я почитаю. И вот он мне дал подстрочники. Подстрочник, буквальный перевод, вы знаете, что такое подстрочник. Я прочитал, увидел я его, говорю, Семен, ведь это же великий поэт, где вы его раньше прятали? Почему? Может, я не знаю. Пришел в ЦДЛ на выборку, устанавливаю поэта московского. Я говорю, что ты скажешь о Кулаковском? Первый раз слышу. Другого на выбор. Известных поэтов там. Вплоть до Симонова, до Долматовского, скажем. Кстати, Михайлович, что вы про Кулаковского можете сказать? Не знаю. В каком году это было примерно? Это вот было в те годы, когда мы Начало 60-х. Когда мы с Семеном Петровичем здесь по аллеям ходили. Где-то 70-е. Уже даже 70-е годы, конечно. Прочитал я подстрочники, говорю, Семен, это великий поэт. Если вы хотите, я буду его переводить, так, чтобы уже не разбраться, там 2-3 стихотворения, чтобы я перевел томик. Издадим в Москве томик, Кулаковского.
И вот так меня судьба свела с этим замечательным поэтом. Он, как ни странно, в Якутии, но в то же время как бы ультрасовременный поэт. По поэтике, по строфике, по всей. Ультрасовременный. Ну, там во Франции верлибр, там свободный стих. Но там он чаще всего, этот верлибр пустой бывает, как пустой орех. Знаешь, раскусишь, а там ничего нет. А здесь все насыщенно, наполнено. И вот я стал переводить Кулаковского. Перевел я его. Как давался он? Ну, как давался. Это, знаете, как я уже был в то время профессионалом, и поэтом, и переводчиком. Я много переводил. Ведь я бурятам перевел ГСР, их эпос, понимаете как. Причем я любил переводить так, если переводить то книжку. Скажем, болгарка Ильяна Стефанова, целый сборник стихотворений. Вот песни Якута тогда вот. А? Песни Якута сборник готовили ведь, да? Под названием «Песни Якута». Песни Якута, возможно. Я даже не Вот, помню, как его там название. назвали в издательстве. Я перевел, свое дело сделал. Вот. И я был поражен. Такая жемчужина, перл, такой бриллиант, и скрывался так. Я Сафронов объяснил, что Семен Петрович, что якуты любят Кулаковского. Любят. Но до 1964 года якуты его любили тайно. А после 1964 года начали любить открыто. А умер он в 26 году, уже его на свете не было. Я говорю, почему же? Потому что стоялось решение обкома о некоторых неправильностях в оценке, значит, явлений. Оценки. Ну вот. Даже Семен Петрович боялся, что меня отпугнет это. Ну, я уже в то время многое понимал, но наоборот, меня могло только привлечь. Эта сложность его судьбы могла только привлечь меня. Ну и вот, значит, ну и тоже не так просто. Когда дело дошло до издания книжки, поскакали гонцы из Якутского обкома. Вы совершаете ошибку, нельзя его издавать. И было в Академии общественных наук бурное заседание. Пришли представители Якутска, ну а здесь профессура, москвичи, ну вот я как переводчик. И, конечно, в связи с Кулаковским я познакомился тоже впервые, мы очень потом общались, вот с его верным рыцарем, как я его называю, верным рыцарем Георгием Прокопьевичем Башариным. Вот сейчас его дочь здесь. Один был в поле воин. Якуты сердцем любили, но чтобы кто-нибудь открыто, публично выступал, защищал Кулаковского, кроме Башарина никто. Я им говорю, Семен Петрович, ну как же, великий поэт, есть хоть музей Кулаковского, памятник ему стоит или нет, школа имени. Ничего нет. Была полная тишина. Была полная тишина. И когда я впервые ступил на якутскую землю, меня там как иностранцы встретили. Они как иностранцы, и меня как иностранцы. Ну, из России, из Москвы, расписание, встреча в гостинице, завтрак. И потом возложение цветов, значит, Емельяну Ярославскому, он же Губельман. Это главный безбожник России был. И даже он был главным редактором журнала «Безбожник». Да, закрыватель церквей, разрушитель монастырей. Андрей Алексеевич, в 12 часов будем возлагать цветы. Я говорю, а Кулаковскому? Не, Кулаковскому некуда, ни памятника, ничего нет. Вот и Емельяну Ярославскому. Я говорю, знаете что, друзья якуты, когда взрывать надумаете, вы меня позовите. Я специально приеду, да. А цветы возлагать я не пойду. Ну, слава богу, все становится на свои места. И Кулаковский стал. Есть сейчас премия имени Кулаковского.
Что еще есть имени Кулаковского? Ну, и Культурный эти центр. Культурный имени центр, Кулаковского. улицы имени Кулаковского. Ну, памятника нет, но будет. будет. Надеюсь, что будет памятник, да. Есть только надгробие здесь, на кладбище. А на кладбище это я был на открытии, на Даниловском нашли могилу его. Скульптор Захаров В сделал. 26-м году он здесь, в Москве, поехал на Тюркский съезд в Баку. В Москве в дороге заболел, ну и умер, значит, и похоронен был в Москве. Сравнительно недавно нашли его могилу и, значит, памятник, ну, надгробный, это могильный памятник поставили. Все становится на свои места. Вот мне хотелось бы, чтобы вы, Наталья Георгиевна, немножко побольше об отце своем, о Георгии Башарине, и в связи с Кулаковским, конечно, Ну, конечно, спасибо. рассказали бы, Да. да. Ну, история известная, и особенно якутскому зрителю. Поэтому я бы хотела остановиться вот на чем. После смерти папы я озадачилась подготовить для передачи эти документы, для передачи в Национальный архив, потому что я глубоко убеждена, что место этим уникальным документам именно в Национальном архиве, потому что Кулаковский принадлежит народу, не какой-то, не каким-то частным семьям, не семье Кулаковского, не семье Башарина. Это великое достояние нашего народа. Когда я знакомилась с документами, я потряслась глубине этого человека, его большим духовным таким накалом. Особенно это отразилось в дневниках. Сохранились два дневника. Один дореволюционный и другой послереволюционный. Симчанский, так называемый дневник. Сведения о нем папа давал в своей работе о Кулаковском, но очень такое спорадичное. Ну да. Там, где... А полностью опубликован теперь этот дневник? Нет, они еще не опубликованы, дневники, но, видимо, архивное управление будет озабочено, обеспокоено этим. Было предложение опубликовать всю коллекцию, но это слишком трудно. Можно было бы устроить издание на микрофишах. Может, письмо президенту вашему Николаеву написать с просьбой, что вот я переводчик, лежат непубликованные дневники. А чего, может подействовать? Возможно, да. Вот. Занимался Алексей Елисеевич и стенографией, и изучал эсперанто. И очень много он занимался собирательской работой, а именно пословицы, поговорки на русском, якутском языках. Записывал предания. И вот, находясь в тишине, в Синчане, скажем, он, видимо, глубоко размышлял о судьбах своего народа, потому что вот, там просто поддельные записи, ну, вот, хотя они, может быть, и не представляют такого интереса, каждая отдельная запись, а вот в совокупности, в комплексе это даст очень богатый материал для будущих исследователей творчества и жизни Алексея Елисеевича. Я бы хотела воспользоваться случаем, я знаю, что у вас нет этой книги, Да. «Три якутских реалиста-просветителя». Это отца вашего? Да, в 1994 году, спустя 50 лет, книга была переиздана именно в том виде, в каком она была издана в 1944 Это году. редкость, замечательно, Да. что... Потому что выяснилось, когда стал вопрос о переиздании, выяснилось, что ни у кого, кроме как у Георгия Прокопьевича, не было. Ну, да. А вы знаете, было ведь принято решение о сожжении книги и изъятии из всех библиотек. Вот с большим волнением я вот передаю вам Спасибо. эту книгу. Спасибо.
Кулаковского очень трудная судьба, его не издавали, вычеркивали отсюда, сжигали книги и так далее. Но с другой стороны, у него и счастливая судьба. Это ведь фактически первый просветитель якутского народа. А что значит первый просветитель? Это значит, что когда он уже почувствовал себя, что он действительно просветитель своего народа, он увидел, что перед ним не почти край. За что ни возьмись, все сначала надо начинать. И пословицы, поговорки собирать, и песни якутские собирать. И писать. И даже алфавит надо было даже алфавит надо разрабатывать. было, да, разрабатывать. И публицистику там. И он был европейского масштаба человек. Несмотря на то, что он якут и все, европейский человек. Он писал, имеет ли право русский гордиться своей нацией, там, как там ее называется. Он о Пушкине писал статьи. Непочатый край. И за что ни копнись, все свежо. И все в первый раз. И поэтому, конечно, роль и значение Кулаковского нельзя сравнивать с ролью и значением других писателей. Ну, мы русские писатели, вот там Пушкин уже свое дело сделал для нас, Ломоносов сделал. Нам надо уже идти дальше, или разрабатывать, или в подробностях, и в тонкостях. А у Кулаковский особо огромнейшее значение имеет, потому что он первый был, и все, основоположник. Трудно первый. Вот есть такое слово, основоположник, просветитель и основоположник. Ну, если бы он даже не был замечательным, крупнейшим поэтом, уже как просветитель, основоположник, он все равно огромное значение имеет. А кроме того, он еще и был замечательный поэт. Может быть, не знаю, якуты, конечно, знают все, так небольшой отрывочек в своем переводе из его. Конечно, у нас очень много и русскоязычных зрителей. Ну да. Если мы не знаем, то они тем более не знают. Да, какой колорит, это же все сразу. Ну вот он решил написать, как сказать, гимн, что ли, своего рода якутки. Ну, молодой якут. У него старух тоже, якут старух тоже есть замечательный стих. Портрет якутских женщин цикл назывался. Портрет якутки, а молодая. Ну, то он ее сравнивает с гусыней, но у нас в русском языке гусыня имеет такой немножко иронический, гусыня. А в Якутии гусыня – это образец изящества, легкости, полета. Это же, знаешь, стерх, гусыня. Если сравнить ее с молодой гусыней, резвящейся в весеннем небе, то, пожалуй, ее обидится и скажет: вот еще, сравнил меня с птицей, набивающей желудок червяками да улитками. Если сопоставить ее со стерхом, что сверкает белым оперением, то, пожалуй, рассердится и скажет: вот еще, сравнил меня с белой птицей, набивающей желудок лягушками да тварями. И вы заметите, как у него по нарастающей идет. Первый раз, то, пожалуй, обидится и скажет, так? А второй раз, то, пожалуй, рассердится и скажет. Если соотнести ее с певчей синичкой, с маленькой хлопотуньей, то, пожалуй, капризно скажет: вот еще, сравнил меня с глупой птичкой, набивающей желудок комарами. Тут и народный юмор, и все. Когда ее боги сотворить решили, 8 дней и 8 ночей совещались, и на этом совете постановили: с тех пор, как мир мы сотворили цветущий, с тех пор, как людьми этот мир населили, с тех пор, как люди живут там маясь, ничего мы хорошего им не дали, ничем прекрасным не одарили. Сотворим же, боги, на радость людям прекрасную девушку Айталын-Куо. После этого у 80 народов собрали боги все самое лучшее и присвоили только что сотворенные прекрасной девушке Айталын-Куо. Да, когда боги ее сотворить решили, 8 дней усиленно совещались, и на этом совете постановили: с тех пор, как мы солнце сотворили,
и пустили плавать его по небу, и людей заставили жить под солнцем, ничего хорошего им не дали, ничем прекрасным не одарили. Сотворим же, боги, на радость людям существо прекраснейшее на свете, о котором жили бы поговорки, о котором сказки бы говорили. После этого у 80 речек отобрали боги все самое лучшее и присвоили только что сотворенной резвой девушке Айталын-Куо. А когда боги душу в нее влагали, то между собой не говорили. С тех пор, как мы сотворили мудро, и зверей, и птиц, и всякую живность, ничего бесценного, неутратного не отправили боги мы вниз на землю. После этого многих цветов весенних отобрали боги все самые лучшие и присвоили только что сотворенной ослепительной девушке Айталын-Куо. Вот, оказывается, как это было. Оказалась девушка Айталын-Куо для земли блистающим украшением. Оказалась девушка Айталын-Куо красной вышивкой на белой холсти. Видели? Что там? И колорит народный, и все. Вот такой ваш поэт Алексей Алексеевич Кулаковский. Очень рад я, что в свое время взялся за эту работу. А еще больше рад, что сейчас он все-таки уже, так сказать, в полной мере возвращен якутам. Вот как вы говорите, уже и официально, там и улица, и школа, и премия, и так далее, и так далее. Потому что пока жив хоть один якут, жив будет Кулаковский.